Когда-то мы думали о мире как существующем где-то там, независимо от нас. А себя, наблюдателей, представляли надежно скрытыми за толстым стеклом, только наблюдающими. Однако теперь мы уже знаем, что это не так, и что мир устроен по-другому. Нам пора и на деле разбить стекло и выбраться наружу. Джон Арчибальд Уиллер, американский ученый, физик, о законах Вселенной. Где-то посреди бескрайней 22 километров в длину камской бетонной саванны есть бетонный родник, оазис, то самое место, откуда и происходят окрестные прибрежные заливные забетонированные луга. Завод ячеистых бетонов набережных Челнов, существовавший еще до КАМАЗа и, собственно, города, как и поселок рядом с ним, здесь называют просто «Зябь». Именно так «Зябь» с мягким знаком на конце, будто речь о каких-то живописных пейзажах, а не о мрачных гектарах промзон. Зябь – типичный челнинский запретный город, остававшийся недоступным в течение 6 десятилетий для простого люда, для всех, кроме пары тысяч работников. То, что здесь можно увидеть сегодня, печально. Для редких туристов открыт, по сути, мавзолей, и полюбоваться теперь можно лишь на труп некогда мощного бетонного исполина. В этом году заводу ячеистых бетонов исполнилось бы 60 лет. Вот эта частица «бы», конечно, подразумевает собою некролог, потому что завода уже не существует, он обанкротился. И практически все, что мы с вами видим сейчас, и все, что мы с вами увидим в ближайшее время нашего рассказа, будет в скорости, через несколько месяцев или, может быть, через год или пару лет, снесено, стерто с лица земли. Все, возможно, кроме вот этой скульптуры лося, которая стоит здесь, не совсем понятно, откуда она взялась, и не совсем понятно, какое отношение она имеет к этому месту. И, наверное, даже многие жители Челнов смогут узнать себя в этой скульптуре. Потому что главный вопрос, который мы попытаемся задать сегодня, а на какой пейзаж, на какую среду будет смотреть этот лось в течение еще ближайших 60 лет? Потому что эту среду ожидает очень серьезная трансформация. И кем будет ощущать себя в этой среде этот лось? Мы сказали, что каждый житель Челнов может узнать себя. Да, годы берут свое, и вот как влияет, мы видим, как влияет эта среда на нас с вами. Сможем ли мы назвать эту среду своей? Сможем ли мы понять, какое отношение мы имеем к этой среде? Вот это вопросы, которые мы сегодня задаем. Итак, есть один обитатель этих бетонных джунглей, который смотрит с опаской в будущее. Но нашлись и другие обитатели. Вот они, герои нашего рассказа. Это живые люди. Люди, которым не все равно. Взглянем на карту города. Интересующая нас территория ровно посередине. Здесь сердце, которое и давало жизнь городу. Кстати, и территория на это сердце вполне похожа, что в проекте пока никак не отражено. А вот и проект, пока довольно схематичный, если смотреть на него вот так сверху. Это проект редевелопмента промышленной территории, первый для Челнов. Его авторы – казанская компания Adapt Design, заказчик и застройщик территории – казанская же компания Cayenne. Впрочем, все эти люди родом все же из Челнов. Что мы видим? Жилой комплекс. Ну, конечно, рассчитывать на нечто другое пока не приходится. Жилые дома от 9 до 16 этажей, плюс вполне симпатичная среда, пешеходные связи, велодорожки, зеленые зоны и даже дворы без машин. Этот ЖК не назовешь безликим и стандартным. Но чего же тогда не хватает? Почему именно сюда зачастили гости?
Откуда такие дискуссии именно вокруг этой территории? Знакомьтесь, сегодня здесь небольшая часть уже достаточно большого городского сообщества творческих граждан, исследующих эту территорию в поисках ответов. А что бы городу, его людям хотелось бы действительно видеть здесь? Люба, ну что, здесь действительно, куда вот не посмотришь, сплошная история кругом. Нет здесь ни исторических объектов. Да, мы тоже так считаем. Мы проходили здесь в мае, как раз цвели яблони, здесь цвела шикарная сирень. И чем интересен именно... Тоже историческая. Да, мы считаем, что тоже историческое. Ну, это приятно видеть, что место еще живет и цветет. И мы, я говорю, проходили в конце мая. И этот кусочек мне понравился тем, что здесь, вот в этой аллее, оригинальное производство сохранилось. Да, вообще тут везде оригинал. Вот мы идем по нему, да? Да. Это же оригинальное производство? Да, это все производил здесь. Вот они, бетоны под нами, и слева, и справа, и получается, здесь. И, кстати, у них же тоже стояла задача, они производили малые архитектурные формы вот во дворах, всякие цветники, скамейки, вот лавочки. Это тоже? Да. Так вот откуда пошли вот эти урны-то. Мы считаем, что это уже можно считать таким историческим кодом Челнов. Да, вот он такой, но он есть. Мы предлагаем это сохранить. Вот на этой старой территории планируется что-то новое, но у нас все еще так и не принято что-то сохранять, то, что построено было именно вот там 60-е. Потому что не считается ценностью. Да, потому что все еще не считается ценностью, считается, что это все быстро строилось, это не представляет никакой культурной ценности. Но мы сейчас все говорим о развитии территории, о ценности места. Каждая территория над чем-то от других отличается. Мы вот такие активисты, мы собираем вот эти ниточки, вот эти пазлы, чтобы собрать вот этот какой-то свой уникальный пазл и показать то, что вот мы челнинцы, мы такие, и здесь ценность места вот такая. У нас вот такая вот молодая, но вот такая история. Это город молодых. Мы хотим действительно помочь застройщику, то есть мы за то, чтобы здесь строили, эта территория не освоена, но хочется, чтобы они ее построили все-таки с каким-то смыслом таким. Вообще новое уже заключается хотя бы в том, что застройщик с вами разговаривает. Это очень здорово, мы вообще рады, они нам показывают экскурсии. Это очень здорово, что, да, идут на контакт, они пытаются тоже услышать какую-то другую точку зрения, другое какое-то мировоззрение. Наверное, это первый для Челнов опыт настолько плотного диалога между потребностями бизнеса и интересами людей. Интересы эти всегда будут разными, но представитель застройщика весьма внимателен к идеям сообщества. Это почти совместное исследование территории, ведь проект еще в разработке, а аппетит приходит во время еды. Поэтому исследуется каждый закоулок и даже то, что точно будет снесено. Историческое место, которое, к сожалению, не сохранится, да? Да. Это план застройки. Кабинет директора завода ячеистых бетонов. Это вся территория, которая есть, Это полностью, да, весь завод. Видно, с каким вниманием, с какой любовью делали его. Можно не отказать себе в удовольствии посидеть в кресле директора завода ячеистых бетонов? Никогда больше такого не будет. Тем более и кресла этого скоро не будет, да? Пусть здания не будет, но философия-то останется. А какая философия? Какая именно философия? Мы все время говорим, что... я уж раз сижу на этом месте, у меня возникают такие вопросы очень суровые. Какая философия-то у вас? Получается так, что с точки зрения горожан нечто старое рушится, создается нечто новое, но нечто новое вновь заключается в жилой застройке. Или вы по-другому относитесь к этой территории? Мы считаем, для себя, я как житель этого города, поскольку я здесь родился, я считаю, что достойным развитием этой территории является именно жилье. Потому что основная цель этого завода была – это строительство жилья. Причем практически же весь город, все пятиэтажные дома. Но от вас, я так понимаю, вот и ребята эти, и запросы сейчас в городе существуют именно на то, чтобы не просто сделать жилой комплекс очередной, пусть даже достаточно красиво архитектурно оформленный, а нечто другое. Но все-таки базой должно быть история места. Поэтому мы собираемся с неравнодушными тоже жителями нашего города и стараемся наработать вот те идеи, которые можно использовать.
История – вот главная идея. Ну, казалось бы, что ценного можно отыскать на этой бесцветной земле? Но ребята ищут детально и не соглашаются на те компромиссы, которые им уже предлагались. Вот это серое здание без ясных функций и истории, кажется, всегда было заброшенным. Оно компромисс, но... Когда зашел разговор о том, что мы хотим что-то оставить, нам предложили вот это здание изначально, потому что по их концепции оно же вписывается в их общественное пространство. Но вот это тот компромисс, который изначально озвучивался. А потом мы пошли искать другие варианты. Когда вошли на территорию, увидели там котельную, увидели водонапорную башню, загорелись. Да, вот оно здание, но у него ни архитектурной ценности, ни исторической нету. И это очень спорный момент, что сюда можно кого-то нагнать, и он заживет. Ну хорошо, ну разукрасим, фасад какой-то сделаем. У него же нету ценности. Зачем сюда приходить? Для чего мне сюда прийти? А если, допустим, возвращаясь к теме котельной, к примеру, да, мы разговариваем, вот это центр города, когда-то отсюда питался весь город. Все, уже человеку любому будет интересно заехать, хотя бы посмотреть. Да, главный магнит на этой территории, помимо водонапорной башни, которую тоже хотят оставить, это старая котельная. Члены сообщества, среди которых немало дизайнеров и архитекторов, видят здесь потенциал. Некое арт-пространство, например, для молодых и креативных. Пространство историческое. Это кристаллизованная память места. Мы видели примеры в других городах, как оставляют такие индустриальные здания и встраиваются в какой-то там креативный кластер и вообще в полотно застройки новое. Мы рассматриваем возможность оставить индустриальное наследие для наших детей, потомков, потому что мы в молодом городе. У нас по факту нет такого, наверное, большого культурного наследия, но есть у нас индустриальное наследие. Мы город-завод. Город такая большая колбаска, 22 километра. Мы в длину, и поэтому мы очень плохо коммуницируем друг с другом. А если возникнет какое-то место, где будет историческая точка, интересная точка, где будет развиваться не просто обычный спальный район, но что-то еще, нечто больше со смыслом, с философией места. Мне кажется, сюда смогут приезжать люди, которым просто даже интересно посмотреть. У нас оно есть, и очень печально, что, скорее всего, этого все не будет, все это снесется. А хотелось бы все-таки память вот нашу промышленную, производственную оставить на каком-то небольшом кусочке хотя бы города. А кусочек города выбран достаточно центральный, значимый. Кусочки на этих 29 гектарах есть и побольше, конечно. Что-то ребята из сообщества видят впервые, хотя уже бывали на этой территории. Их мечты, которым, возможно, и не суждено сбыться никогда, все же оживают с каждым шагом. Одни видят препятствия, а другие – возможности. И эти другие перед нами. Как раз говорят, что человек наполняет место, а не место человека. Но это же и в обратную сторону тоже работает. Место же само по себе очень много может дать. Вот, соответственно, если здесь мы ходили, увидели вот эту красивую кирпичную кладку, если ее отреставрировать, вот эти два здания, они отлично могут подойти и под кафе, и под общественные пространства, и картинные галереи, что угодно. То есть любые могут туда заехать арендаторы. А здесь, соответственно, образуется такая площадь, где могут проходить мероприятия, фестивали, показы, пожалуйста. И если еще и оставить вот эти балки, которые уже есть, и сделать на них мостики и смотровую площадку, то есть это будет второй уровень площади. Потому что понятно, что им проще все это убрать и сделать то, что они привыкли делать. А мы как раз-таки хотим подумать над тем, как можно сделать что-то не совсем стандартное, чего еще нет в городе. Потому что спальные микрорайоны, да, они есть, но при этом видно, что они страдают, видно, что люди там, что там люди делают? Люди уходят на работу, люди возвращаются, заходят в магазин, приходят домой. Все. Из одного каменного мешка в другой каменный мешок. Да, по сути, да. Только один на высоте там первого, второго, а другой на высоте 10-го. Все верно. И культурной именно жизни какой-то, которая развивает, там, к сожалению, нет. Вы чувствуете боль в этих словах. Боль. Вот что привело их сюда. В это израненное бетонное сердце.
пришли израненные бетоном сердца. Давайте-ка вспомним, в каком городе мы находимся. Именно то, что за этими стенами, то, что должно было давно убить всякое творчество, к счастью, и породило его. Боль. Сейчас просто назрел вот этот момент, что мы вроде как бы решили объединиться вот в этой конкретной точке, потому что немножко наболело у всех. А что наболело? Ну, для этого, возможно, это не на этой территории даже можно разговаривать. Ну, то есть, смотрите. Посмотрим и ужаснемся новым жилым комплексом Челнов. Тут какой-то плазменный экран, а не дом. Ну, это, знаете, мне кажется, это как бы не пяди земли без прибыли. На каждом квадратном метре надо построить и заработать. Поэтому в итоге мы видим такую локальную стену, высокую. Вот вам надо понять, вот вы развернуть камеру, и вы поймете, насколько здесь. Вот. Я такого, честно говоря, вот в Татарстане, чтобы сказать, что я такое видел где-то. Вы понимаете, да? Я даже считать не стану. Это тот самый случай, когда я ошибусь. Они как бы это ввысь уходят такие. Мамочки, вот. И, конечно, площадочка вот такая же, ну, стандартненькая. Типичная площадка, которую сейчас втыкают везде. Ой-ой-ой. Самое удивительное, что люди здесь квартиры покупают. Это знаете, как происходит? Тебе что предлагают купить, ты то и купишь в итоге. Ты же не знаешь, у тебя же другого нет. Сколько удобств. Да, детишки играют. Что вы еще хотите, вам скажут, да? Да. Елочки посадили. Что вам еще надо здесь? Да. Живи не хочу называется. Парковки в 2 ряда, пожалуйста. Пожалуйста. Все вопросы, по сути, решены, как будто бы, по их мнению. И на наши претензии у них будут вот эти же ответы. Они вам скажут, что мы же все сделали. Современные ЖК, жидкокристаллические комплексы – ничто иное, как отсутствие уважения к человеку. Унижение человека тем выше, чем выше тот каменный мешок, в котором ему предписано гнездиться. Город все больше, а люди все меньше. Увы, квадратные метры формируют квадратное мышление. Как мы говорили сотни раз, сначала мы формируем город, а затем город формирует нас. Эти комплексы и формируют. Любой человек антиобщественен. Он ограждает нас от людей. То же самое делает и вся остальная ткань города. Вот эта жизнь, по-вашему, все тот же человейник. Город, превращенный в автостраду из раздраженных друг другом людей. Суета, движение, но не жизнь, не город. Что мы там можем видеть в Челнах из окна авто на бешеных скоростях? Этот асфальтобетонный каток несется по всему городу, уничтожая последние крохи истории и памяти места, убивая всякое мышление. Стандартные комплексы. Нам кажется, что это норма. Но даже в бесчеловечном городе люди способны видеть другое будущее. Вот почему они приходят сюда, пытаясь ответить себе на вопрос, живы ли мы и можем ли мы создать нечто другое. Как будто бы так вот капало, и вот как будто бы сейчас нам очень хочется, чтобы хотя бы здесь этого не произошло. Мы пока небольшой инициативной группой пытаемся хотя бы просто людям даже рассказывать, как оно может быть иначе. И попробовать донести
и до владельцев, и до застройщика, что вот есть такие вот примеры. Мы тоже обсуждали, что одна из проблем – это как раз-таки вот этот разрыв между людьми, которые здесь будут жить и живут, и людьми, которые для них это создают. Потому что те, которые создают, у них может быть свое какое-то видение, но те, кто будут этим пользоваться, почему-то их не спрашивают и их не учитывают мнение. Мне очень важно, чтобы общественность понимала, что это не какая-то конфликтная ситуация, и мы тут встреваем, или мы тут с пикетами какими-то ходим против этих зданий. Нет. Мы, наоборот, хотим создать такой успешный кейс общения между застройщиком и активными горожанами. Эта территория вскрыла другие сложные городские вопросы, которые еще пока что не получилось решить. Но, допустим, не говорить об этом, молча уезжать отсюда как бы не хочется. Хочется здорового диалога, когда ты можешь, да, возможно, озвучивать какие-то критические мысли, а тебе в ответ не скажут, там, критикуешь, предлагай, а хотя бы попытаются услышать, сесть там за тоже общий круглый стол и сказать: слушайте, давайте, ребята, сейчас очень много возможностей. И мы видим среди жителей и среди предпринимателей, среди планировщиков, архитекторов в Челнах запрос на современную, адекватную городскую среду. Не глобального масштаба, широких проспектов, развязок и съездов, огромных кварталов, а самоштабную человеку среду с лавочками, с пешеходными дорогами, с уютными кофейнями, книжными магазинами, небольшими офисами. И, естественно, новые проекты современной застройки, которые в Челнах активно развиваются, горожане связывают с этими ожиданиями новой комфортной среды, ориентированной на человека, а не только на там быстрое извлечение прибыли. Мы сидим с социологом Марьей Леонтьевой в Казанском сквере «Белые цветы», месте, которое еще недавно не имело ни исторической, ни эстетической ценности. Пустырь, заставленный автохламом. И казалось, что и это тоже навсегда, что и это норма, ведь всюду так. Инициатива пришла, однако, снизу, и многое из того, что мы сейчас видим, придумано, предложено, запрошено обычными людьми, жителями, которым просто надоело это пассивное созерцание хаоса. Проект парка создавали, конечно, эксперты, но именно при соучастии людей. Давайте-ка запомним и затвердим: участие людей в создании любых городских проектов – это норма сегодня. Именно поэтому предложенный проект застройки бывшей территории завода «Зябь» в Челнах, созданный пока лишь экспертами только, мы не можем назвать ни окончательным, ни современным. Пока есть ощущение, что это проект, сделанный исключительно исходя из экспертного знания проектной группы. Стандартом проектирования сейчас является все-таки проектирование с предварительной аналитикой широкой запроса горожан, экономической, маркетинговой моделью и вот какое-то объяснением хотя бы, как идентичность места здесь учитывается. Мы знаем, что в Татарстане богатый опыт вовлечения и диалога. Этим регион отличается от других. Я как консультант много работаю с другими регионами, везде говорят: ну, конечно, что вы сравниваете, там нас, условно, Ульяновск и Казань, и там и Татарстан. Надеемся, что этот опыт из Казани сейчас транспонируется и в Челны тоже. На что же будет взирать этот обитатель бывшего завода в ближайшие 60 лет? Должен ли он благодарить застройщика, который сохранил ему жизнь? Возможно. Но и в Челнах уже понимают, что пора спасать любые жизни. Очень сложно выработать в себе привязанность к такому месту, даже родившись здесь. Поэтому люди уезжают. Они выбирают ту среду, которая им подходит. Что, неправда? Да поговорите с любым жителем города. Разнообразия нет в городе вообще, одно и то же. Лепит вот домкоры все. И все. Ну и вообще сплошное жилье. Кроме жилья-то ничего не Ничего нет у нас вообще. На что-нибудь, вот что-нибудь такое культурное построить надо было, конечно. Не хватает, да? Да, парк какой-нибудь вот этот. У вас, наверное, дети-то здесь не живут, да? Нет, конечно. Вот у меня жена учительница, говорит, ученики поступают в институте, кончают институты, и в город не едут. Не возвращаются. Город. Не возвращаются, уезжают куда-нибудь, лишь бы только от нас. Почему-то здесь не хотят. Поговорите и попробуйте услышать. Попробуйте вообще подать голос, как вот эти ребята.
Попробуйте отыскать в этом царстве бетона нечто прекрасное. Но прежде отыскать это, конечно, в себе. Ведь вот смотрите, у них получается. Здесь начинает биться новое сердце города. Но лет 10 назад и у меня не было таких мыслей, что я могу вообще, в принципе, влиять на городскую среду и городскую застройку. У меня вообще не было ощущения, что я вообще что-то могу в этом городе, что у меня есть право голоса в этом городе. Но когда вот ты сейчас видишь другие примеры и видишь, как другие, такие же горожане, как мы, влияют на городскую среду, что-то создают внутри города для горожан. Город застраивался, и пока у нас история довольно новая, а здесь она уже есть, и с ней можно уже работать, ее можно перерабатывать. То есть какой-то цикл начался, на какую-то точку мы вернулись все-таки. И хочется вот этот вот новый виток, чтобы он все-таки не повторял просто то же самое, что было, а выходил уже на какой-то новый уровень. Ну, потому что мы никуда не двинемся городом и людьми, если мы будем просто повторять имеющиеся опыты. Ну, то есть у нас действительно как бы такое сообщество людей, которые все это отслеживают просто, вот эти видоизменения в городе. Мы в какой-то момент вообще осознали, что мы в этом городе живем, и нам хочется им гордиться. И поэтому для нас это большое исследование как у нас самих, города, и, соответственно, мы пытаемся через, наверное, пока свое какое-то небольшое понимание города передать это другим людям, показать, что вот, можно вот так работать, вот так можно жить. И либо мы будем просто разъезжаться и проявлять свои какие-то таланты и видения, наверное, в других местах, где это больше и более слышат. Это была ваша инициатива вообще выслушивать людей? Или как-то время настало? Время настало. Люди уже не покупают просто квадратные метры. Покупают среду. Они покупают среду. Среду создает застройщик, но он же должен создавать ее под человека, под определенный тип человека, чтобы было интересно. У нас есть запрос. Я это состояние называю уже «невозможно не делать». Кто такой писатель? Тот, кто может писать? Нет. Тот, кто не может не писать. Вот, да. Это нормально, когда людям не все равно, что происходит. Пока не все равно. Да, да. Не все должно быть равно, и не все должно быть одинаково. И пусть он будет хотя бы ячеистым, этот бетон. Пусть в этом суровом городском монолите будут хотя бы какие-то пустоты из свежего воздуха. Не все пусть будет квадратно и предсказуемо. Не все пусть будет равно. В городе, в нас, нам.